В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях минувшей пятницы. С вами Василий Радченко и коротко о темах выпуска. На дистанционное обучение перешли все вузы Якутии в связи с ситуацией по COVID-19. Как система показывает себя на практике? А продовольственные предприятия, напротив, трудятся в усиленном режиме. Наши корреспонденты побывали на якутском хлебокомбинате и птицефабрике. Каковы симптомы коронавируса и как от него защититься? Наши алданские корреспонденты узнали о всех необходимых мерах. Виновные в затоплении рудника «Мир» и гибели его работников получили реальные сроки. Суд рассмотрел уголовное дело. Инвалид первой группы на протяжении 4 лет ни разу не выходил на улицу. Почему он вынужден находиться в 4 стенах? Студент Верхневилюйского техникума, мастер спорта, установил рекорд России в приседании со штангой. Роспотребнадзор начал испытания вакцины против COVID-19. Их проводят в научном центре вирусологии «Вектор» в Новосибирске. Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых вирусных векторов гриппа и кори, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин. Сначала необходимо провести исследования на чувствительных лабораторных животных. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в 4-м квартале 2020 года. Жители Якутии вернули более 3000 авиабилетов. Компания «Якутия», а также полярные авиалинии возместили стоимость билетов, приобретенных на все маршруты за пределы региона на даты с 18 марта по 31 мая 2020 года без применения штрафов и сборов. Об этом нашему телеканалу сообщили в Министерстве транспорта региона. По состоянию на 20 марта возвращено почти 3300 авиабилетов на общую сумму свыше 33 миллионов рублей. Возврат осуществлялся в кассах по месту приобретения. Кроме билетов необходимо было предоставить заявление о возврате. Взимание системой Платон издержек с грузовиков могут приостановить. Эта мера заявлена как одна из позволяющих упростить и снизить платежи, связанные с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости непродуктового сегмента. По данным, в мире коронавирусом заразилось свыше 210 тысяч человек. Зафиксировано около 8,5 тысяч смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Из-за угрозы коронавируса все больше компаний отказываются от офисной работы. Тем временем работники ресурсоснабжающих и продовольственных предприятий трудятся не просто в штатном режиме, а в усиленном. Благодаря этому в регионе нет дефицита на продукты первой необходимости. О работе якутского хлебокомбината и птицефабрики. Сюжет Саргаланы Федоровой. Хлеба хватит на всех. 20 тонн хлеба и 1,5 тонны кондитерских изделий в день выпускает якутский хлебокомбинат. Предприятие работает в штатном режиме и отгружает продукцию согласно графику. Покупатели есть оптовые, физлица обычные приходят. Как в обычные дни, все идет в таком же в ритме, как в обычном режиме идет. Ничего не меняется. Единственное, что изменилось – меры по санитарным нормам и качеству продукции. Их усилили. Весь производственный процесс находится под контролем лаборатории. Необходимым сырьем обеспечены на 4 месяца. Мы рассчитывали, естественно, там на менее количество месяцев по достаточности, по обеспеченности сырьем. Сейчас мы это усиливаем и с понедельника будем уже завозить сырье на оставшиеся, на второе полугодие. В штатном режиме работает и якутская птицефабрика. Ежедневно производят порядка 160 тысяч яиц. Начали переброску птицы молодняка в промышленный цех. Не ожидают увеличения объемов до 220 тысяч яиц в день. В убойном цехе имеются и запасы мяса – 90 тонн. Сегодня буквально последний день забоя по технологической карте одного цеха. И начнется переработка мяса. Сейчас мы начнем контрактацию на поставку сырья на второе полугодие, поэтому обеспеченность сырьем есть производство. Также я хочу отметить, что мы, начиная с прошлого года, поставляем суточных цыплят для других птицефабрик нашей республики. И 8 апреля мы отгрузим суточных цыплят для Мирнинской птицефабрики. Диетические мытые яйца каждый понедельник и вторник поставляют в детские сады. А чтобы попасть на прилавок, яйцо проходит сортировку. Покупатель – это первый человек, который
который дотрагивается до яйца. На экране мы видим, как из промышленного цеха, где непосредственно находятся птицы, яйцо поступает в конвейер и идет сюда, в цех сортировки. И всю работу здесь выполняет машина. Работники следят за целостностью и чистотой яйца. В целом, сырья для производства продуктов питания в республике достаточно. Если возникнет необходимость, предприятия готовы увеличить объем производства некоторых видов продукции. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск. В Якутске активно проводят дезинфекцию помещений. Коснулась она и подъездов жилых домов. Наша съемочная группа побывала сегодня в 2 многоквартирных домах по улице Каландарашвили. Технических работников домов оснастили масками и дезинфицирующими растворами. Каждые 2 часа протирают поручни лестницы, ручки дверей, почтовые ящики, полы, стены и кнопки лифтов. Иными словами, любую поверхность. По информации УК «Прометей», в жилом квартале всего 53 жилых дома, из них 34 каменные. Влажную же уборку делают в 29 домах. Усиленно стали работать где-то около недели. У нас вот сотрудники тоже в офисе, у нас есть дезинфицирующие средства. Смотрим, чтобы руки мыли постоянно работники наши в масках. И плюс лампа стоит в офисе, потому что у нас касса и диспетчер сидит, поэтому следим. На дистанционное обучение перешли все вузы Якутии. О том, как будут идти занятия, каждое заведение решает на местах. Что значит учиться на расстоянии для студентов Мирнинского политехнического института, узнавала наш корреспондент Марфирина Алексеева. Многие студенты дистанционное обучение восприняли как каникулы, однако на деле все оказалось намного трудозатратней. Преподаватели загружают весь практический и лекционный материал в платформу Moodle. Лекция доступна студентам строго по расписанию во время пары. Затем учащиеся выполняют задание, фотографируют его и загружают на платформу. Мне видно, сколько человек сидел времени в данной программе, сколько минут он делал задания. С этим курсом у меня 22 человека в группе, из них 2 человека сидели там всего 3 минуты. То есть они, получается, они не читали лекцию, они просто пролистали, к ним будет там другой уже разговор. То есть хитрить там уже бесполезно. И, естественно, кто не заходит, нас автоматически ставят оценки. Обычное обучение лучше. То есть преподаватель объясняет, доводит студента до ума. А тут дистанционное обучение, ты сам должен во все вникать. Проводятся и пары физкультуры. Студент выполняет упражнения, записывает процесс на видео и также загружает на платформу. Способ работы через сервер студентам хорошо знаком. Многие использовали его, когда не могли присутствовать на паре или находились на индивидуальном графике обучения. Самое удобное в сервере то, что для онлайн-присутствия совсем не обязательно иметь компьютер. Доступ получить можно с любого устройства, даже мобильного. Причем на платформе Android даже есть специальная программа, можно скачать приложение для более удобного доступа. Moodle, так и называется. Посещение института не запрещается. Студенты могут свободно заниматься в библиотеке или компьютерном зале. При входе в учебное заведение всех дезинфицируют и проводят замеры температуры тела. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. О том, какие меры необходимо соблюдать каждому из нас, расскажет Татьяна Вахнина. Каковы симптомы коронавируса и можно ли от него защититься? Как происходит заражение и насколько высока вероятность выздоровления? В последние недели эти вопросы относятся, пожалуй, к наиболее актуальным для алданцев. Абсолютно не опасаюсь. Дело в том, что карантин на ОРВИ уже давно прошел. У нас по коронавирусу пока никаких абсолютно информации официальных не было. Профилактика, маски, конечно. Медики призывают родителей серьезно отнестись к соблюдению детьми режима. Карантин – не дополнительные каникулы, и от прогулок и походов в гости лучше воздержаться. Взрослым также необходимо соблюдать меры профилактики. Очень большой процент успеха от того, что эта инфекция не примет вид пандемии или эпидемии, зависит от нас, жителей города, района, республики, страны в целом, от того, как мы будем себя вести. Это, во-первых, мы должны соблюдать дисциплину. К первоосновным мерам профилактики относятся соблюдение правил личной гигиены и ношение медицинских масок. К слову, алданцы не склонны недооценивать важность барьерных средств защиты. В городских аптеках приобрести маски порой невозможно. Спрос, как везде, на них высокий, масок нет в республике.
Ни в одной аптеке, как у нас проходит мониторинг, в аптеках нет масок. Республика начала изготовление масок там, в ателье пошивочных. Вот. У поставщиков также нет масок. Мы заказали, нашли у поставщиков маски несколько выше классом защиты. Маску можно делать самим. В свое время пользовались все марлевыми повязками. Это может в какой-то мере предохранить от заражений или от распространения инфекции. Врачи также подчеркивают, не следует поддаваться панике и верить слухам, порой имеющим место в соцсетях. На данное время в Алданском районе случаев коронавируса не выявлено. Определен круг лиц, которые теоретически могли контактировать с носителями вируса. Граждане, прибывшие из городов, где инфекция зарегистрирована, получили профилактику. У них все взяты биоматериалы на анализы для проведения исследований необходимых. Из 5, которые мы отправили на исследование, вот из этих 5 все результаты отрицательные. Наше здоровье в наших руках, напоминают врачи. Ограничительные меры направлены на минимизацию риска распространения коронавирусной инфекции. Между тем, профилактика заражения есть задача каждого. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Досрочное голосование по поправке к Конституции может быть продлено до 7 дней. Избиркомы субъектов смогут самостоятельно продлить период голосования, если того потребует эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщила сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. Увеличение периода досрочного голосования позволит исключить одномоментное скопление граждан на участках. Ранее и президент страны Владимир Путин не исключил перенос голосования по поправке к Конституцию из-за коронавируса. Сейчас ненадолго прервемся и смотрите далее в программе. Виновные в затоплении рудника «Мир» и гибели его работников получили реальные сроки. Суд рассмотрел уголовное дело. Инвалид первой группы на протяжении 4 лет ни разу не выходил на улицу. Почему он вынужден находиться в 4 стенах? А студент Верхневилюйского техникума, мастер спорта Богдан Прокопьев установил рекорд России в приседании со штангой. Это программа «Итоги дня» на Якутия-24. Мы продолжаем выпуск. Виновные в затоплении рудника «Мир» и гибели его работников получили 2,5 года в колонии-поселении. В Якутии вынесен приговор по уголовному делу. Следствие допросило более 700 свидетелей, провело 15 обысков, 30 выемок документов и иных предметов. Назначены и проведены 15 сложных судебных экспертиз, в том числе и комплексная горно-техническая документальная судебная экспертиза при участии 10 экспертов из разных субъектов России. Итог такой. Исполняющий обязанности директора Мирнинского ГОКа Александр Кисиличин и бывший исполняющий обязанности главного инженера предприятия Александр Ман признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшими по неосторожности смерть 8 лиц и причинении крупного ущерба. Систему контроля усталости водителей испытывают в Алроса. Ее введут для сокращения количества ДТП. Оборудование установлено в Нюрбинском ГОКе на карьерном самосвале, а также в Удачнинском ГОКе на автопоезде. С привлечением производителя проведено обучение персонала и инструктаж водительского состава по их эксплуатации. Отмечается, что основными причинами ДТП в 2019 году было засыпание водителей за рулем. Система оптического контроля усталости водителя ОКА Майнинг предупреждает это, а также собирает и передает данные о состоянии работника и его действиях на сервер, если происходит потеря концентрации внимания более 10 секунд. А в Нерюнгри живет инвалид первой группы, который на протяжении последних 4 лет ни разу не выходил на улицу. Так уж вышло, что Александру Бенько ампутировали ноги. Его квартира расположена на 4-м этаже, и о помощи он просить не привык. Наши коллеги узнали о нем случайно, проводя опрос жильцов дома. Александра Цыбикова о непростой жизни и пути выхода из ситуации. Александр Иванович всю жизнь проработал водителем-дальнобойщиком. Оставшись без ног из-за атеросклероза, он оказался заперт в 4 стенах. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться, Александр Иванович остался интеллигентным и приветливым человеком. Дома у него чистота, порядок, себя обслуживает самостоятельно. Выносит мусор и ходит за продуктами его дочь. А так-то, в принципе, я все делаю. По хозяйству, пылесос, веник, все это.
А то, что вот без улицы. Из общения с Александром Беньковым стало понятно. Унижаться и просить за себя человек не привык. И не стал бы, если бы у него была хоть малейшая возможность иногда выходить на улицу, посидеть на лавочке, пообщаться с людьми. Как сравнивает он сам, даже в тюрьме есть прогулки. Поэтому он обратился в социальную защиту. Там, в свою очередь, провели обследование и дали заключение. Жилое помещение и дом в целом не соответствуют нормам проживания инвалида-колясочника. Тогда Александр написал обращение в прокуратуру. Прокурору, пока он сам все это не глянул, вот только тогда меня поставили, признали малоимущим. Они меня не признавали малоимущим. Прокурор говорит, квадратура повысилась в цене, ну я что вообще не в состоянии. Сложно не проникнуться историей героя нашего сюжета. Ведь мало кто может даже представить, что значит хотя бы месяц не выходить из 4 стен. А тут целых 4 года. Поэтому мы решили взять под собственный контроль проблему инвалида и помочь улучшить качество его жизни. Ведь он этого заслужил. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. В работу Ленского молокозавода коронавирус не вмешался. Его продолжают реконструировать. На протяжении 2 месяцев работу ведет подрядная организация из Новосибирска. Сейчас проводят демонтаж, вывозят строительный мусор. Частично закуплены и завезены строительные материалы. К осени объект должен быть сдан в эксплуатацию, но, как считает директор, возможно и раньше. Работа продвигается быстро, строители трудятся в 2 смены. На ремонт молокозавода администрация Ленского района затратит свыше 40 миллионов рублей. Кроме того, здесь изменят направление работы. Будут развивать производство мясной, рыбной продукции и овощей. А новый молокозавод построят в селе Батамай на базе предприятия «Батамайское». В апреле закупят новые линии для переработки сельхозпродукции. Здесь раньше же молокозавод был, и оборудование устарело, оно 80-х, 90-х годов, поэтому приходится все списать. На Батамайский молокозавод тоже все новое закупят. В общем, будем развиваться, стараться кушать свои продукты настоящие, не пластмассовые. Тем более у нас район такой климатически хороший, можно все производить, и молоко, и мясо, и яйца. Надо просто этим заниматься. Около 750 миллионов рублей «Алроса» выделит на обеспечение чистой питьевой воды для жителей Вилюйской группы районов. Средства будут выплачены в течение 5 лет. Качество воды реки Вилюй улучшилось по сравнению с 2015 годом. Внушительная сумма и результат мониторинга воды Министерством охраны природы были озвучены на парламентских слушаниях в Илтумене. О том, какова сейчас экологическая ситуация в бассейне реки Вилюй, узнаем в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Алла – жительница села Кюндяля Нюрбинского улуса. Для нее, как и для всех жителей поселка, единственным источником питьевой воды является река Вилюй. Но после прорыва дренажных котлованов в 2018 году встал вопрос обеспечения населения питьевой водой. Какое-то время жители села перебивались альтернативными источниками водоснабжения. Проблему решили водоочистные станции, закупленные «Алросой». В конце 2019 года у нас построили водоочистительное сооружение, и население теперь обеспечено чистой водой. Установка водоочистных станций, поиск альтернативных источников водоснабжения – все это реализуется в рамках программы обеспечения жителей Вилюйской группы улусов чистой питьевой водой. На ее реализацию «Алроса» в течение 5 лет выплатит около 750 миллионов рублей. Также в декабре прошлого года было заключено 3-стороннее соглашение между правительством республики, компанией «Алроса» и фондом будущих поколений. Задача поставлена на Министерство образования и Академии наук до конца марта согласовать тех задания и уже начинать реализовывать конкретные мероприятия по комплексным научным исследованиям. Как я говорил, это 3 направления. Это, во-первых, состояние воды в Вилюе и в притоках. Второе – здоровье людей, состояние здоровья людей. И третье – альтернативные источники водоснабжения. На реализацию республиканской программы комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и их населения компания выделила 138 миллионов рублей. Часть этих средств, более 41 миллиона рублей в 2019 году, компания уже перечислила в фонд будущих поколений Якутии на выполнение первого этапа работ. Буквально на сегодня все вот эти технические вопросы, мы думаем, что и корректировали, и окончательная доработка сейчас происходит, и мы надеемся, что к этому сроку начнется работа непосредственно с утверждением на межведомственной комиссии всех этих необходимых документов, в том числе конкурсных документов. Мы начнем работать по экспедиции, конкретно по исследованиям.
«Алроса» не экономит на экологии. Это позиция, которой придерживается компания. Ежегодная экологическая программа «Алроса» составляет 6 миллиардов рублей. Эти средства компания направляет на обеспечение экологической безопасности, укрепление гидротехнических сооружений, строительство очистных объектов, зарыбление якутских рек, рекультивацию земель и так далее. И в будущем компания не планирует сокращать финансирование в области экологической и промышленной безопасности. Кроме этого, важно отметить, что ежегодно на реализацию социальных проектов в республике «Алроса» закладывает до 10 миллиардов рублей. Юрий Осипов, Евгений Тайтонов, Роман Савинов, Якутск, Нюрбинский улус. Студент Верхневилюйского техникума, мастер спорта Богдан Прокопьев установил рекорд России в приседании со штангой весом 335,5 килограммов в Архангельске на первенстве России по пауэрлифтингу. Якутянин побил результат Артема Баранова из Новокузнецка, установленный в 2014 году. Соревнования в дисциплине классическое троеборье включает в себя приседания со штангой, жим лежа и становую тягу. 21-летний якутский силач в весовой категории свыше 120 килограммов занял первое место среди юниоров и получил персональную путевку на чемпионат мира по пауэрлифтингу в Минске, который состоится в июне этого года. Победа Богдана Прокопьева в Архангельске не первое золото якутского атлета. В декабре 2019 года он стал победителем первенства Европы в Литве. Норму мастера спорта Богдан выполнил в 2018 году. Ранее он профессионально занимался масс-рестлингом. Нового рекордсмена России тренирует мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Антон Солодов из Архангельска. Соревнования прошли на высшем уровне. Как и было на афише «Добро пожаловать в сказку». Я участвовал в весе 120+, это не до 120, а неограниченном весе на 120+. Да. И в пике форме был, вот на этой России подготовился в городе Якутске. Международные старты в Белоруссии будут в июне, первенство мира. С целью стать чемпионом мира. Чемпионаты первенства России по пауэрлифтингу проводятся под эгидой Федерации пауэрлифтинга России и Министерства спорта. Здесь разыгрывается 45 комплектов медалей. На соревнованиях принимают участие 500 атлетов. Это сильнейшие спортсмены со всех федеральных округов, признанные мастера силового спорта, чемпионы и рекордсмены России, Европы и мира. Подготовка спасательных служб к паводковому периоду завершается в Якутии. Личный состав проходит обучение, а также ведутся профилактические работы с техникой. Юрий Осипов пообщался со спасателями и узнал о степени готовности. Алло, здравствуйте. Автодорожная 9Г. Произошло возгорание автомобиля на втором этаже. На втором этаже многоуровневой парковки из-за короткого замыкания загорелась машина. Такова легенда проведенных учений. К месту происшествия немедленно были стянуты спасательные службы. На месте выяснилось, что в помещении ретро-музея, который располагается на 9-м этаже, заблокированы люди. Этаж за этажом огнеборцы обследуют все здание, чтобы ликвидировать пожар и спасти людей, оказавшихся в ловушке. Во время проведения спасательной операции внутри здания газодымозащитники тщательно проверяют все помещения. По сообщению МЧС, это связано с психологическим состоянием людей в критической ситуации. Из-за испуга и паники люди не могут трезво оценить ситуацию и начинают прятаться. Во время проведения учений мы занимались со звеном ГДЗС поиском пострадавших на 5, 6, 7 этаже здания. В ходе разведки мы нашли 2 пострадавших людей и вывели их на свежий воздух. После этого передали уже скорой помощи. Во время пожара счет идет на секунды. Учения позволили отработать вопросы правильности выбора решающего направления, проведения разведки на месте пожара и расстановки пожарной техники, а также организации и ведения боевых действий по тушению пожара в непригодной для дыхания среде. В данных учениях привлекалось всего 16 единиц техники, 56 человек личного состава. В том числе от МЧС 13 единиц техники, 46 личного состава. Также привлекались службы взаимодействия. Это ГИБДД, скорая помощь, газовая служба. По итогам учения отработаны навыки личного состава, а также планы взаимодействия экстренных служб Якутска. На проведение всей операции понадобилось чуть больше 10 минут. За это время успели локализовать пожар, который мог стать причиной больших повреждений, а также спасти жизни людей, которые оказались в ловушке на верхних этажах. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск.
И это были главные новости уходящей пятницы. Наш телеканал продолжит следить за развитием событий и держать вас в курсе. Всего вам доброго и до свидания.